Это братоубийственная война. Кого убивать вообще? Брат брата убивает, разве можно? Ну, что сказать, что это не надо было войну начинать вообще. Никто не хочет. Я сам лично не хочу, вот ребята не хотят. Это можно было решить за круглым столом. Мирным путем? Мирным путем, конечно, обязательно. Что я могу сказать? С кем я не встречался бы, с кем не говорил, все, никто не хочет войны. Все молодые ребята то же самое. Войну никто не хочет. Хотят веселиться, жить, радоваться и все. А то, что там кто-то что-то решает, все говорят, пусть сами решают. Нас нечего трогать. Мы родились не для того, чтобы автомат держать, а для того, чтобы веселиться, радоваться и жить дальше. Да. Что я могу сказать? Война хорошая никому не принесет. Чем быстрее кончится, тем и лучше. Я хочу, чтобы как раньше жили, так и жили, чтобы мирным путем все это получилось. Я думал, что ты 4, когда вот в Ачамчире там события были недавно. Сюда не заезжали, войны не было. А, потому у тебя, наверное, посмотри на лицо, у тебя уже давно сидящее лицо у тебя. С первого дня еще война не началась, меня поймали в Тамише. Помещали, да? Да. А, Месяц они там вместе находились. ну как с вами обращались? Нормально? Очень хорошо. Которые с нами ребята сидели, как братья, вот так вот обращались. Ну, то есть Вот там- у нас ничего не было абсолютно. У нас были рубашки, ну летнее время было же. Летом это было. Одели нас, все вот это дали, когда нам холодно стало. Передачи их родители приносили нам, кормить давали. Мы там с голоду не умирали И вообще. без нас они И не без кушали. нас они не кушали вообще. Я благодарю, спасибо им говорю. За то, что Спасибо так, тебе, что ты супруг. да, за то, что так тепло нас встретили вообще. Могли бы там нас вообще, зачем скрывать, поиздеваться в камере, понимаете, но нас пальцами никто не трогал. Это я клянусь Богом, честно говорю. Вот, если я не говорю правду, вот, пожалуйста, пускай он скажет. Еще 2 ребята там были. 3 нас было, но одного не знаем, куда его забрали. Вот так вот. Я благодарен очень, что так тепло там встретили нас. И никто нас пальцем не трогал, и ни дубинкой, ничем абсолютно. Вот, целый, невредимый, вот так вот приехал. Для блага наших народов, абхазов и грузин, надо вот всю эту правду рассказывать людям, чтобы как-то эту бойню мы прекратили, понимаете? А еще это сам погибшего надо. Я думаю, основания для слез есть. Разлука, их ждут дома. Плен — это есть плен, понятно. Но я думаю, что эти вопросы будут решаться и так же мирным путем, да, без всяких проволочек. Я думаю, что мы сможем в этом найти общий язык обязательно. Есть еще ряд военнопленных, мне сказали, что они в Тбилиси находятся, или даже привезли, возможно, да, Автандил Шатаевич? Пока еще нет, но скоро будет. Я думаю, что мы их тоже обменяем, и вместо слез будут радостные улыбки родных. И там, и здесь, да. Самое главное, что процесс мы вот хорошо это освоили. Вот уже сегодня 2-й раз мы встречаемся во время военнопленных. И я надеюсь, что скоро все это решится. Կարծում თქვენი და ბატონი ალექსანდრე დამსახურება Უფრო ბატონი ალექსანდრეს. Так? Я думаю, что этот процесс не самый приятный вообще, обмен военнопленными или обмен людьми. И вот с Автандил Шатаевичем мы вообще не ставили так проблем. Мы просто считаем, что к военнопленным нужно относиться по-людски, там, даже с учетом Женевских конвенций, которых мы, может быть, и не знаем, но мы подходим к этой проблеме по-людски, это самое главное. И я думаю, что ребята, вот, которых мы сегодня привезли, вам об этом скажут.
Я бы хотел, чтобы и наши парни говорили то же самое. Тогда мы будем находить очень быстро общий язык. До вашего приезда я говорил с пленными афганской стороны, и они просто всю правду сказали, и они все довольны. Даже говорили, что вместе сидели, вместе ели с грузинскими ребятами. Когда нас летом взяли, нам холодно было, они дали потому все необходимое, чтобы нам нормально нам стало. Вот сейчас недавно я с ним говорил. И я думаю, что с грузинской стороны, наверное, то же самое наши пленные скажут. Я надеюсь на это. Да, так что до будущих встреч. Спасибо. Всего хорошего.